Кавказ – край заоблачных вершин. О нем сложено множество легенд. В языческие времена нарты, прародители многих горских народов, считали своим родоначальником бога огня и кузнечного дела. Адыги называли его Тлепш, балкарцы и карачаевцы – Дибет, а осетины – Кордолагон. По преданию, именно он научил горцев добывать и обрабатывать металл. Сегодня большая часть народов Кавказа исповедует ислам, но к мастерам кузнечного дела здесь по-прежнему относятся как к людям, которых Всевышний наделил особенным даром. Учеба дает знания, конечно. Это знание. Больше, чем от Бога, от учения тоже не получишь. Если от Бога нету ничего. Огонь и металл – две стихии Хамзата Бачиева. Он кузнец-самоучка, что называется, от Бога. Говорят, мастеров-оружейников такого уровня в России только 6. Его работы хранятся в музеях и личных коллекциях разных государств. Их дарили президентам, премьер-министрам и послам. Самого же Хамзата в народе прозвали философом с руками труженика. Я во сне кую, я во сне выдумываю все. В нем заложено все это. Это не специально закладываешь, а это бурлит внутри. Мастерская Хамзата находится на окраине села Белая речка, в 20 километрах от столицы Кабардино-Балкарии Нальчика. Свою кузницу он построил в начале 90-х, а секретом профессии учился еще мальчишкой у своего отца, потомственного молотобойца. Я еще в школе учился тогда. В 5-6 классах. И как раз отец у меня кузнецом работал. Мне было интересно смотреть, как вот этот металл подчиняется человеку. В холодном виде, вроде бы твердое, но нагрел, дал температуру, вроде бы как пластилин становится. Вряд ли на Кавказе найдется мужчина, равнодушный к холодному оружию. С давних времен оно помогало человеку выжить в суровых горных условиях, где главными занятиями были и остаются животноводство и охота. И сегодня ни один чебан не отправится в горы пасти овец без специального ножа скотовода – биче или бичак. Хамзат изготовил сотни таких ножей. Вот смотрите, это турирок. Считается твердый материал. Вот смотрите. Вот смотрите. Он идет на излом, да? По всей вероятности он должен затупиться. Вот теперь смотрите. Оружие издавна было гордостью горцев. Оно всегда бережно хранилось и блестело, и даже бедняки старались иметь кинжалы и ножи из качественной стали. Обращаться с ними мужчин учили с детства. Уже в 5-летнем возрасте мальчикам полагалось иметь на поясном ремешке маленький ножик, точную копию взрослого клинка. В XIX веке после окончания Кавказской войны горцам запрещали носить сабли и шашки. Но ввести запрет на кинжалы царские власти были не в силах. В течение веков на Кавказе сложились неписанные правила обращения с холодным оружием, ставшие неотъемлемой частью быта и культуры горских народов. Без надобности запрещалось вынимать кинжалы из ножен. Использовать боевое оружие можно было только защищая от врагов свой дом, родных и близких. Такие нормы свода закона горцев, адата, почти полностью соответствовали и требованиям мусульманской веры. В мастерской Хамзата висит редкая фотография конца XIX века, где сняты вернувшиеся из хаджа мусульмане. Среди паломников предки Бачиева. Кузнец говорит, что для него вера – это не только выполнение религиозных ритуалов и обрядов. Он считает, что важнее сохранить в душе Бога и не совершать поступки, за которые пришлось бы краснеть перед людьми. Прежде чем начать работу, Хамзат всегда обращается за помощью к Создателю. Это самое святое, это верит во Всевышнего. Мы все рождены для того, чтобы умереть. Мы здесь, у нас говорят у балкарцев, хахдунья, это временное. Мы сюда, мы рождены для испытаний. Мы работаем в этом мире для загробной жизни. Это надо думать. Вера, надежда и любовь – 3 главных слова в жизни мастера. В них он вкладывает особый смысл. Началом всех благих дел кузнец считает любовь. Все, что делается руками или же в мыслях или делом, это с любовью только делается. Люблю и все. Делаю, люблю, делаю. Не люблю, не делаю. Хамзат работает с азартом. В печи 1500 градусов, но раскаленный воздух и пот для него не помеха.
Однажды кузнец так увлекся, что не заметил, как упавшая раскаленная окалина насквозь прожгла ботинок и повредила ногу. Ну, где-то вот такая блямба упала ко мне на ногу. И вот это доли секунды в мыслях думаешь, если я сейчас возьмусь за ногу, там убирать вот эти окалины, я потеряю 40 минут где-то. Губу прикусил, отстучал. Снимаю, хорошо, сухожилие не задело. Где-то на глубину 1,5 сантиметра. От этого мира я полностью отключаюсь. У меня совсем другие понятия. Я как его невесомости, понимаешь? Я не чувствую этот мир. Каждый нож или кинжал, сделанный руками Бачиева, имеет свои особенности. Среди его работ нет одинаковых предметов. Меняется состав металла, идет постоянный поиск. Хамзат считает, что слепое копирование убивает в человеке талант художника и мешает ему развиваться профессионально. Единственное, что объединяет все изделия, это фирменное клеймо мастера в виде головы рыси и отменное качество стали, известной под названием дамасская. Для того, чтобы на клинке получился такой рисунок, необходимо соединить и многократно обработать несколько видов раскаленного металла. Хамзат использует от 6 до 11 различных по своим характеристикам марок стали. Чем больше делаешь слои, металл уплотняется, становится качественнее. Я делаю 891, можно еще до 2000, до несколько тысяч можно доводить. Это называется термическая обработка. Обязательно надо закаливать. Если не закалишь, какой бы металл ни был, он качества не имеет. Заботясь о качестве металла, мастера всегда стремились украсить свою работу. Для этого использовали серебро и другие драгоценные металлы. Отделку кинжалов обычно выполняли специалисты-ювелиры. Хамзат предпочитает не обращаться за посторонней помощью и всю работу делает сам. Вот это пойдет вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Вот так она будет. Вот примерно вот еще заклепочки сюда пойдут. Отполируется шикарно. И вот это называется по-болгарски карахама. Кинжал – наиболее известный и распространенный вид оружия, ставший своеобразной визитной карточкой большинства народов Кавказа. За века его форма достигла совершенства. Мастера говорят, что в кинжале невозможно что-либо добавить, только испортишь. И убавить нельзя, изуродуешь. Для любого кавказца, скажем, это честь человека. Он без кинжала, он как без рук. Это неотъемлемая часть атрибутики, во-первых. Кинжал – это, без кинжала мужчина вообще не выходил. Хамзат Бачиев изучил практически все виды холодного оружия горцев и намерен отковать полный комплект вооружения воина средних веков. Секреты своего мастерства он не держит в тайне и готов поделиться опытом с любым желающим. Недавно у него побывал оружейник из Японии. Больше недели Бачиев учил потомка самураев искусству изготовления холодного оружия горцев. Хамзат уверен, что знания нужно дарить людям, если они хотят их получить. Ведь Бог каждому из нас дарит талант, который нужно поддержать и развить. В последнее время были такие выражения, когда говорили, человек не рождается специалистом, а им становится. Нет, он рождается. Он в утробе матери закладывается. Это кровью передается, это в генах заложено. Сегодня холодное оружие горцев стало неотъемлемой частью культурного наследия народов Кавказа. Без него не обходится ни один праздник. Кинжалы и сабли горцев стали украшением и гордостью многих музеев мира и частных коллекций. В каждом кавказском танцевальном коллективе обязательно есть номер с использованием клинков. В кузнице Хамзата Бачиева слышен стук молота, а горн дышит жаром. Этот огонь и творческое горение мастера сохранили до наших дней одну из самых древних профессий горцев – кузнец-оружейник.